Такой вот электронный дневник студента придуман для всего студенческого сообщества, рассказывает его автор. Еще совсем недавно в Пятигорске проходила презентация этого проекта, а сегодня учащийся Чеченского государственного университета Хаважа Байсаров подробно описывает, как работает его сайт. Идея создания данного сайта пришла в голову тогда, когда я лично сам столкнулся в начальных курсах своего обучения в университете с проблемой публикации научной статьи. Все знают, что для студентов очень трудно бывает, особенно на начальном этапе своей научно-исследовательской работы, публиковать свои труды. И мы решили создать таким образом электронный вариант научного журнала. Здесь могут публиковаться абсолютно все студенты. Такой интернет-портал по праву можно назвать и преподавательским. Все вопросы, которые интересуют студента, будь то оформление курсовой или подготовка к экзаменам, педагоги могут разместить на этом сайте. Он, кстати, социальный, то есть все материалы будут размещаться бесплатно. А есть многие студенты, которые хотят опубликовать свои статьи, научно-исследовательские работы, но это стоит очень дорого и практически не бывает возможности опубликовать свои статьи, так как это не по карману этим студентам. Но теперь есть возможность опубликовать свои статьи этим студентам, и данный сайт называется «Дневник студентов». Я сам лично буду там публиковаться. Хаважи Байсаров один из немногих, чей проект получил грант. В Пятигорске за него болел весь патриотический клуб «Рамзан», активистом которого он и является. Активисты патриотического клуба «Рамзан» выиграли в конкурсе проектов и смогли показать, что наша молодежь стоит ничуть не ниже остальной молодежи России и может и умеет создавать проекты, которые могут занимать высокие позиции. В частности, мне хотелось бы отметить проект Байсарова Хаважи, активиста патриотического клуба «Рамзан». Это электронный дневник студента. Вместе с Хаважи Байсаровым еще 5 молодых людей из Чеченской Республики получили возможность воплотить в жизнь свои проекты. Напомню, все они реализуются при поддержке Фонда национальной перспективы. Ахмед Джабраилов, Магомед Чукуев, Джамлай Хажалиев. Новости.